Пришел 2010 год, и бывшие соратники Бакиева, возникло некое такое безвластие, потому что юг в значительной степени пробакиевский, север антикоммунистский. В это время узбеки в лице Батырова, да, ну, как человек, представляющего их, стали, конечно, на сторону новой власти, потому что Бакиев откровенно притеснен. И, ну, стали новой власти не то, что там, да, что изволите, там, да, готовы выполнять задачи. Они стали поддавливать новую власть, там, да, то есть мы вроде вашей стороны, но мы не давить вас будем. Да? В апреле, вскоре после свержения Бакиева, Батыров, который парень богатый, с активной общественной деятельностью, построил в Джалалабаде огромный университет дружбы народов, колледж дружбы народов называют. По сути дела, частный университет, частный институт, принадлежащий ему, был, который фактически штаб, там, да, то есть узбекской общины. Вот, значит, и значит, он во дворе стал собирать в студии митинги из тысяч мужчин, молодых, узбеков. Телевидение, которое он контролировал, ожское телевидение, да, просто без всяких комментариев по несколько часов показывал эти митинги с их лозунгами. Там, да, то есть никто не говорит ничего, просто показывает, что люди требуют там, язык, там, да, квот. Возникало некое недовольство киргизов, да, вот, всем происходящим, местных. И губернатор Джалалабадской области Бектур Асанов приходил к Батырову, между ними происходили разговоры, там, не тет-а-тет, а со свидетелями, что ну вот что ты делаешь, да, то есть киргизы, киргизы недовольны. И он говорил, ну пошли нахер ты киргизов, да? Ты губернатор, мы твой народ, мы тебя поддерживаем, да? Мы твой народ, а не нахер. Значит, все равно эти бакиевцы, это враги. В общем, некое нагнетение атмосферы было. 14 мая, то есть месяц небольшим после переворота, бакиевцы на юге стали захватывать здание около администрации. Ну, просто то, что нас здесь свергли, мы свергаем. Вот здесь нас много, мы свергаем. Стали захватывать здание около администрации. Они захватили около администрации в Джалалабаде, в Оше, в Баткене. Естественно, Бишкек требовал, чтобы там местных ментов навели порядок, ну, поставили нахрен всех. И сделали они это потому, что, в общем-то, их сдали, их слили, да, во время переворота. Им дали команду власти, на тот момент еще законные, стрелять по демонстрантам, да, и они стреляли, не выполняли приказ, да, а потом они пытались разгонять, там били. А потом пришла новая власть, там, да, и стала заводить на них уголовные дела, увольнять, там, да, то есть мы стреляли в народ, там, да, мы палачи. Для них это было как предательство. Да, то есть, что вы должны там стрелять? Что вы должны вообще что-то делать? Идите нахрен, вы нас дадите в следующий раз. Вот тогда же, на фоне всего этого, правительство Бишкека вступило в некие переговоры там, да, с Батыровым. Я не знаю, кто был инициатор этих переговоров. Просила ли Роза Тумбаева об этом, или кто-то там от ее имени. Или Батыров ей предложил. Ну, в общем, возникла ситуация, когда по договоренности с правительством Батыров вывел своих людей для изгнания бакиевцев, захвативших здание администрации, поставивших своих губернаторов, назначивших своих там, глав РОВД или ОВД, ОБЛ. В общем, областной милиции. И узбеки выгнали бакиевцев, там была стрельба, там были какие-то жертвы очень большие, но они выгнали. Надо сказать, что Батыров, который очень не любил Бакиева, да, кто когда-то отнял бы бизнес, на этом не остановился и повел этих людей
родное село Бакеева. И сжег там 4 дома, принадлежащих его семье. Вот это стало поводом, не причиной, а поводом для мещанских властей слить Батырова, которого они сами подписали к разборке с киргизами. Заявить, что вот мы там не давали команды тебе там идти кого-то там жечь. Да? А у киргизов это стало трактоваться не то, что Бишкек, там, Атумбаевский дерутся с Бакиевским. А это стало трактоваться, вы смотрите, узбеки уже жгут киргизские дома. Это именно так стало трактоваться. И 19 мая, 5 дней спустя, киргизы дали оборотку. По-моему, это делалось, не уверен, но по-моему это делалось под руководством бывшего главы МЧС, бакиевца, Камчи Ташиева. Пошла толпа, спалила университет Батыровский. Перестрелки было там, несколько погибших было, там человек 8, человек 40 раненых. В общем, дали оборотку. На Батырова завели уголовное дело за разжигание розни.